Я думаю, что большинство подошли с обеда, да? Так. Наша секция номер 3, да, или 5. Пятая секция. Пятая секция одна из самых больших. Уголовно-процессуальные криминалистические проблемы, да? Рассмотрение проблем, связанных с законодательством азиатско-тихоокеанских государств. По плану нашему у нас представлено 12 докладов, это все должны быть очно. Давайте сразу определимся с вами по регламенту. Значит, у нас регламент программки, да? 7-8. Так, давайте, да. Значит, 7-8 до 7-8 минут выступления. До 3 минут отвечаем на вопросы, да? Я думаю, что могут вопросы. Значит, я хотел бы сразу представить, что члены комиссии, которые будут оценивать содержание, не только содержание, но и, наверное, ораторское искусство, выступление, подать материал, это не маловажно, тем более, что на защитах дипломных работ мы бакалаврам, магистрам всегда говорим, оценка, да, состоит из двух составляющих. Это само содержание дипломной работы, магистерской диссертации, ну и умение преподать этот материал. Поэтому немаловажное значение. Значит, ваше содержание, мастерство будут оценивать наши молодые, старшие преподаватели, это старший преподаватель Кристина Сергеевна Латыпова. Вы знаете, многие, кто изучает уже криминалистику. И старший преподаватель Наталья Ивановна Шаликова. Уголовный процесс, если вы Юрий Петрович обязательно подойдет. Юрий Петрович будет приходить, заходить, наверное. Так, и секретарь, я не вижу, наша Арина. Арину не видели? Она должна. Я думаю, что подойдет, когда Арина, мы по нашему графику и по докладам первым стоит у нас выступление монгольского коллеги, да, Пуров-Сырона, но у него с переводом должен быть этот доклад. Поэтому Арину пока нету. Мы начнем вот в следующем порядке. Я буду называть докладчиков и кому следует подготовиться по порядку, да? Значит, шумного нету, да, не будет, значит, слушается выступление Склярова Евгения, Россия, город Улан-Удэ, Бурятский госуниверситет, 3-й курс, да? 3-й? 2-й курс юридического факультета. Значит, тема доклада «Правовое регулирование возмещения вреда, причиненного преступлением по законодательству Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки». Добрый день, уважаемые участники конференции, уважаемый президиум. Я хочу представить вашему вниманию свой доклад, в котором я скрываю организационно-правовой статус эксперта на примере стран Российской Федерации и США. Ну, как мы знаем, институт участников уголовного судопроизводства является одним из основных институтов уголовно-процессуального права. Проблема определения правового статуса эксперта в системе участников уголовного судопроизводства имеет очень важное концептуальное значение. В этой связи особую значимость приобретает необходимость в четкой и детальной регламентации правопроцессуального статуса данного участника. Мы непосредственно перейдем к его рассмотрению. Ну, все мы знаем, что расследование преступления – это процесс достаточно трудоемкий, многогранный и также многоаспектный. Поэтому с позиции практики становится очевидным, что здесь важно участие лиц, которые обладают некими специальными познаниями в той или иной области. Это может быть область в
в сфере техники, искусства, ремесла и прочих других. И, к сожалению, зачастую бывает такое, что следователи не всегда обладают достаточными познаниями в данной области. И для этого мы привлекаем третьих лиц. В данном случае мы привлекаем эксперта, который сделает на основе своих знаний, на основе своей компетенции определенные выводы по предметам конкретно данной области, которые интересуют правоохранительные органы. Для этого, вот, как я уже говорил, эксперт проводит так называемую судебную экспертизу, которая на практике в большинстве случаев способствует установлению истины. То есть это означает, что это будет иметь правовое значение для уголовного дела. Правовой статус эксперта по нашему законодательству регулируется статьей 57 УПК РФ. Текст данной статьи вы можете сейчас наблюдать на своих экранах. О том, что это лицо обязательно должно обладать специальными познаниями в той или иной области. Но также я здесь отмечу, что оценка использования заключения эксперта является одной из самых важных стадий уголовного судопроизводства, так как именно на этом этапе судебная экспертиза выступает как инструмент доказывания. Само заключение здесь выступает как источник доказательств, а сведения являются как сами доказательства по уголовному делу. Ну и также я сделаю небольшое отступление и объясню на подобии данной схемы конкретно, как взаимодействует сторона обвинения и сторона защиты с экспертом. Как мы видим на данной схеме, следователь он может принять решение о назначении и производстве экспертизы. То есть он непосредственно с экспертом, у них обратная связь прямая. Что же мы видим в примере с адвокатом? Адвокат не может напрямую взаимодействовать с экспертом. Для того, чтобы взаимодействовать с экспертом в нашем законодательстве, необходимо обратиться к следователю. То есть, например, если адвокат хочет провести экспертизу, он ходатайствует об этом следователю, который в итоге потом принимает итоговое решение. И, так скажем, через посредничество следователя адвокат узнает о необходимой информации касательно его подзащитного. Так, ну а теперь плавно я перейду к рассмотрению с точки зрения американского законодательства. Процессуальный статус эксперта в американском законодательстве регулируется, вот вы можете сейчас наблюдать на своих экранах, федеральными правилами предоставления доказательств, а именно правило номер 702. Сразу я здесь отмечу, что в этой стране носители специальных знаний не дифференцируются на экспертов и специалистов. То есть это значит, что у нас, например, в нашем российском законодательстве в уголовном судопроизводстве участвует, например, эксперт и специалист. В американском законодательстве нет такого понятия, как специалист. Там имеется понятие эксперт и его разновидности, которые я вам сейчас покажу. Так, по своей роли эксперты делятся на следующие виды. Кстати, в американском законодательстве специалисты именуются как сведущие лица. И первый вид экспертов – это так называемые the non-testifying experts, то есть несвидетельствующие эксперты. Касательно правового статуса вы можете наблюдать на своих экранах, что относится к компетенции данного эксперта и в каких случаях он назначается. Второй вид – это the testifying experts, или свидетельствующие эксперты. Третий этап – это внутренние эксперты, которые называются the in-house experts. И четвертый – назначенные судом эксперты, the court-appointed experts. Так, ну и сейчас я на экране показал отличия касательно, на примере РФ и США по правовому статусу, уже непосредственно. Это вы можете наблюдать на своих экранах. Я сейчас кратенько дам
кратенький комментарий по этому поводу. Например, в США эксперт, как иной участник уголовного судопроизводства, в судебном заседании выступает в качестве свидетеля, который имеет право высказывать свое мнение касательно обстоятельств дела, используя свои знания и опыт. Если по сравнению с нашим законодательством, то у нас эксперт выступает, собственно, как эксперт. А в американском законодательстве эксперт выполняет у него двоякая роль. То есть он выступает и в качестве тем, кем он является, то есть экспертом, и в качестве другого процессуального участника, как свидетеля. Также в случае неявки эксперта на судебное заседание, его заключение может быть оценено судом как основанное на слухах, так называемое правило hearsay. Hearsay, то есть это значит, дословно переводя с английского, доказательство, основанное на слухах. В нашем случае, в нашем законодательстве это называется производным доказательством, и оно имеет некую юридическую силу. В случае же неявки эксперта по нашему законодательству, его заключение признается доказательством в той или иной мере. И кратенько подведу итог, что эксперт является важным лицом в уголовном судопроизводстве. Его правовой статус обеспечивает ему комфортные условия для производства необходимых ему действий. В Российской Федерации например, что эксперт выступает как третье лицо, то есть оно не заинтересовано в обстоятельствах дела, то есть оно конкретно содействует отправлению правосудия. В американском же законодательстве, как я уже говорил, эксперт может выступать как свидетель, то есть он может высказывать свое мнение касательно дела. Также тем самым, если исходить из положения закона, то, например, УПК РФ не предусматривает классификацию экспертов, чего я уже говорил, чего нельзя сказать про Соединенные Штаты. И рассматривая данный вопрос, мы могли бы что-то позаимствовать из американского законодательства, в частности, именно этот пункт касательно классификации экспертов. Потому что детальная регламентация, такая как показана в Соединенных Штатах Америки, она бы очень пошла на пользу нашему отечественному уголовному процессу, поскольку процедура сама уголовного процесса была бы заметно проще и выносить наиболее справедливое заключение эксперта было бы более продуктивно. На этом у меня доклад закончился. Я готов выслушать ваш вопрос. Так, Евгений Юрьевич, спасибо. Коллеги, какие вопросы докладчику именно про статус эксперта по сравнению двух стран, России и США? Есть вопросы? Можно вопрос? Так, пожалуйста. Представьте себя. Светлана Фоменко, студент 3-го курса юридического факультета. Какое может быть практическое применение твоей темы и почему именно ты выбрал сравнение России и США, сравнение участия в процессе эксперта России и США? Я отвечу на этот вопрос следующим образом. Вообще, я давно рассматриваю тема «Иные участники уголовного судопроизводства» заинтересовала меня достаточно давно. И то, что ты говоришь, что касательно как я применю свою работу, то здесь я отвечу следующим образом. Я, когда рассматривал американское законодательство, я заметил то, что, например, эксперты у нас и эксперты у них, они более, свободны в реализации своих процессуальных действий. То есть они могут, как я уже говорил, они могут выступать как свидетели. То есть здесь положительный момент именно в американском судопроизводстве, да, и его правовом статусе. Да, но... И второй вопрос был посвящен? Почему именно? Почему именно Соединенные Штаты Америки, да? Почему?
Ну, больше информации? Я давно интересуюсь конкретно с анализом именно России и США, поскольку частенько и политически, и даже в юридической сфере мы частенько противоборствуем. Поэтому мне стало как-то интересно, а как же регулируется конкретно правовой статус именно вот этих вот двух стран. И оказывается, что изъяны есть как у нашей стороны, так и у их стороны. Но они проявляются в различных таких аспектах. Так что заимствование с американского законодательства пошло бы к нашему процессу на пользу. Ну, ты считаешь, то, что вот наше законодательство и так уже позаимствовало фактически у США? Ну, правовые системы-то разные у нас. Ну да, отличия есть, но все-таки основы все равно позаимствованы. Ну, смотря, учитывая, какие, например, основы. Ну вот даже заметно это по статьям определения экспертов. Ну, действительно, имеется некое заимствование, и оно проявляется в том числе в текстах статей, например, и там, что лицо должно обладать некими специальными знаниями в той или иной области. Однако же, если, как сказать, копнуть чуть дальше, я могу сказать некоторые отличия. Например, у нас распространена по большей части именно государственная. Давайте не будем мы по новой вступать. Самое основное вы сказали, да, что необходимо все-таки, вы считаете, подчеркнуть самые положительные качества, да? Да. Мункон не согласен, что не надо, вы считаете, или как? Тем более в Америке, или как вы хотите? Ну я считаю, сейчас. Реплика, да. Но считаю то, что все-таки системы законодательства разные, и вообще общество наше и американское все-таки разные задачи в правоохранительном органе. То есть задача одна, борьба с преступностью, но по-разному, разные подходы. И как бы все равно имеется в виду просто копирование норм из США, оно пока что недопустимо для нашего общества, для нашего государства. Но конференция наша называется «Сравнительное правоведение», поэтому мы рассматриваем как раз. Соединенные Штаты Америки тоже же. Да. Ну, как упоминал Евгений, он сказал, что можно скопировать положительные моменты. Ну, то есть не все. Хорошо. Мысль понятна. Спасибо, Мелько. Еще есть вопросы? Спасибо. Присаживайтесь. Так, сейчас я хотел бы слово предоставить нашему коллеге из Монголии, Пурасуран Болткуяк. Алена, наша лаборант, будет синхронно переводить, я думаю, да? Но не синхронно, постараемся выступление на монгольском языке. Так, доклад называется «Актуальные вопросы статуса», опять же, эксперта. Обратите внимание, да, то, что у нас выступал Евгений. Актуальные вопросы статуса эксперта в уголовном судопроизводстве по законодательству Монголии. Если мы рассмотрим США и Россию, то теперь этот же вопрос только по монгольскому законодательству. Пожалуйста. Магистрант профессор, шинжирч ирсэн байдал боломжтой асуудал Монгол улсын шийдвэр. Добрый день, уважаемые магистранты и студенты. Конференция рада вас приветствовать. Тема его доклада называется «Эксперт по монгольскому законодательству. Роль эксперта по уголовному процессуальному кодексу Монголии». Монгол улсын эрүүл мэндийн болон хууль сахиулах байгууллагуудын харилцан уралдаантай ажиллахад чухал үүрэг гүйцэтгэдэг шүүхийн шинжилгээний байгууллага нь шинэ дэвшилтэт техникийн технологи бүхий лабораторийг ашиглаж шинжилгээ, чухал зөвлөлөө бүхий дүгнэлт магадлалаа гаргах
мэргэжлийн албаагчдыг үр дүнтэй доктортой ажиллах төслийг бүрдүүлэх зорилготой ийм явагдаж байгаа. Совместной работе Монгольского национального здравоохранения и правоохранительных органов играет важную роль Национальный институт судебных исследований. Согласно поставленным целям учреждения реализуются следующие задачи. Это усовершенствование лабораторных методов анализа и проверки правовой базы с использованием современной передовой лаборатории и внедрением технологических достижений, а также создание необходимых условий для работы квалифицированного персонала, повышение способности и эффективности современной лаборатории, а также повышение навыков и публикации экспертных аналитиков, обладающих специальными знаниями. Монгол Улсын шүүгэн шинжилгээний тухай хуулийн 37-р зүйлийн 37-гийн 1 зааснаар шүүгэн шинжилгээний байгууллага нь эрүү иргэн захиргааны хэрэгтэй болон бусад хэрэг маргааны хяналт шийдвэрлэх ажиллагааны явцад нотлох баримтыг илрүүлж, уул мөр авах, мөн дүгнэлт гаргах, эд мөрийн баримтад үслэх шинжилгээ хийх үндсэн чиглэлүүдийг хэрэгжүүлдэг төрийн байгууллага байгаа. Монгол Улсын шүүгэн шинжилгээний байгууллагын шинжилгээ их чадвар, шинжээч нарын мэдлэг ур чадвар, хэрэг бүртгэгч мөрдөн байсагч нарын шинжээчтэйгээ харилцан уялдаа холбоотой ажиллаж байгаа эсэх мөн болохоор хэргийг бодтой өнөж бодтойлоо шинжээчийг томлог өгөх олон дахин шинжээч томлог зэрэг асуудлууд нь цаг хугацаа хөрөнгө алдах асуудлуудад гардаг байгаа. В соответствии со статьей 37, пункт 37.1 закона о Монгольском национальном институте судебных исследований, который является государственным органом, предусмотрено проводить следующую исследовательскую работу. Сбор доказательственной базы уголовных, гражданских, административных и иных дел, споров по выявлению доказательств в ходе судебного разбирательства, экспертизы и анализа вещественных доказательств. У Монгольского национального судебного института есть необходимый потенциал навыков и знаний для проведения объективной экспертизы. Кроме того, однако, необходимо укрепление отношений между органами здравоохранения и правоохранительными органами в научно-исследовательской сфере для окончательного разрешения возникающих споров и создать значимые условия для поиска пути решения проблем. Зорилго. Энэхүү судалгаа нь эрүүл мэндийн захиргааны хэргийг хяналтжуулах явцад шинжээч эмчийг томилох, түүний дүгнэлт болон ажлыг үнэлэх асуудал, тэдгээрийн эрх зүйн зохицуулалт, тулгамдж буй асуудал, шинжээч эмчийн хадашгүй байдал, шинжилгээний байгууллагын эрх зүйн шимтгэлийн талаарх асуудлуудыг судлаад чиглэгдэж байгаа онцлогтой байгаа. Целью данного исследования является рассмотрение и разрешение значения экспертов в изучении вопросов исследования по уголовным, гражданским и административным делам и их нормативно-правовую базу, оценка его заключения и работы, соблюдение правил, решение проблем конфиденциальности эксперта, изучение вопросов правовой реформы исследовательского института. Также целью стоит отметить, что является анализ проблемы назначения экспертов в уголовных, гражданских и административных разбирательствах, исследование правового статуса эксперта по вопросам безопасности. Зорилт Монгол Улсын эрүү иргэн захиргааны процессын ажиллагаанд шинжээч эмчийн томилгооны асуудлыг судлана. Хоёрт болохоор шинжээч аюулгүй байдлын талаар хэцүү орчны талаар ярих болно. Вопрос назначения эксперта. В любом случае, вопрос назначения эксперта полностью решает раскрытие и определение реальных обстоятельств дела по идентификации преступников, вынесение справедливого соответствующего приговора в отношении каждого лица, совершившего преступление, обвиняемого в совершении преступления на презумпцию невиновности, удовлетворение целого набора утверждений, доказательств, чтобы убедиться в вопросе правильного решения. За шинжээч эмчийг томлох асуудал нэгдүгээр үндэслэл аливаа хэргийн шуурхай бүрэн илрүүлж хэргийн бодис байдлыг тогтоож гэмтгэлүүдийг олж тогтоох, гэмт хэрэг үйлдсэн этгээд нэг бүрт зохих ялыг оногдуулах, гэм буруугүй хэмжиж гэмт хэрэг үйлдсэнд тооцохгүй байх, мөн хэргийг үн зөв шийдвэрлэхийн тулд аман хийсвэр нотлох баримтаас илүүтэйгээр шинжлэх ухааны үндэстэй нотлон тогтоох зорилтыг хангах явдал нь шинжээчийг томлох асуудал юм аа. Вопрос назначения эксперта регулируется уголовно-процессуальным кодексом, гражданско-процессуальным кодексом, а также на практике назначается главным экспертом по уголовному делу. В качестве эксперта назначается уполномоченное лицо по уголовному делу, сотрудник, следователь, прокурор, суд, а судья имеет право назначать директиву гражданам и бизнесменам по административным вопросам согласно закону о гражданском правовом административном деле. Экспертное заключение получает от назначенного уполномоченного лица, который первым при исследовании получает анализ, исходя из принципа завершенности инцидента.
Нэггээр шинжээчийн үнэн дүгнэлтийг үнэлэх асуудал эрүүл эрдэнэ захиргааны хэрэглэн шийдвэрлэх ажиллагааны буюу процессын хуулиудад шинжээчийн дүгнэлт нь хэрэг маргааны хяналт шийдвэрлэхэд аш холбогдол бүхий баримт цэлт мэдээллийг тогтооход хэрэглэх нотлооны хэрэгслийг хуульчлан заасан байдаг. Монгол Улсын эрүүл байдлын шийдэх хуулийн 85 дугаар зүйлийн 85-ын дөрөв зааснаар шинжээчийн дүгнэлтийг хэрэг бүртгэгч, мөрдөн байцаагч, прокурор, шүүхийн тогтоолоор, шүүгчийн захирамжаар тамилдаг бөгөөд эдгээрийг шүүх заавал баримтлах үүрэггүй байдаг. Үүнээс үүдэн мэдлэг ур чадвар цаг хугацаа бүрэн мөн зарцуулж хийсэн шинжилгээ ухааны үндэслэлээр гаргасан дүгнэлтийг өнгөдүүлж байгаа хэрэг болно. Шинжээчийн дүгнэлт нь бусад нотлох баримтаар давхар нотлогдоогүй бол түүнийг давууд үзэх, нотлогдсон тохиолдолд илүү тооцох нь иргэний эрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 41 болон 43 дахь заалттай нийцэхгүй байгаа. При оценке экспертного заключения учитываются уголовные, гражданские и административные процессы при разрешении споров согласно закону. Предусматривает, что в экспертном заключении по делу рассмотрения и разрешения споров используются соответствующие факты для того, чтобы определить доказательства. В соответствии со статьей 85 Уголовного процессуального кодекса, пункт 85.4, когда эксперт, следователь, прокурор или суд, следователи не обязаны следовать суду на основе обязательного характера, но если это разрешено, то должны сообщаться предусмотренные специальные причины, полагаясь на выводы суда по конкретному случаю с использованием специальных научных знаний и навыков. В результате использованные знания, навыки, время и деньги, которые потратили на экспертизу, это пустая трата денег. Если отчеты экспертов и другие доказательства свидетельствуют о двойном подсчете, его предпочтительные случаи в качестве доказательства не согласуются с положениями 40.11 и 40.32 статьи 40 Гражданского процессуального кодекса. Согласно статье 17 закона, эксперт несет ответственность за точность своих рекомендаций, а статья 17.4 предусматривает разрешение предопределений, которые не должны комментировать закон и отчет суда, в котором назначается эксперт. Шинжээч өөрөөр гаргасан дүгнэлтийн үн зөвийг хариуцаар шүүхийн шилжээний тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17-ны дөрөв заснаар захирамж тогтоолоор томилдоогүй этгээд нь дүгнэлт гаргах нь хууль тогтоомжтой нийцдэг байдаг. Шинжээчийн дүгнэлт шинжилгээ хийх зорилго нийц хэсгийг шүүх нэглэн шаардлагатай бол шинжилгээ дахин хийх хэсгийг шийдвэрлэж байдаг. Эрүүл эргийн шүүхийн шийдвэр шинжээчийн дүгнэлтийг үнэлсэн байдал нь иргэний болон захиргааны эргийн шийдвэрт байгаагаас бага байдаг. Эдгээр онцлог нь ямар учир холбогдолтой вэ гэхээр энэ эрүүл байдлын шинжилгээ ажиллагааны зарим асуудал зайлшгүй тохиолдол шинжээч хийхийг томилоо гэдэг эрүүл байдлын шинжилгээ хуулийн дээр тодорхой үслүүдийг дурдсан байдаг. Иргэний болон захиргааны эргийн шийдвэрлэх ажиллагаа шинжээчийн дүгнэлт гаргуулах нь хэргийн оролцогчдын өөрсдийнх нь бүсэд зорилгоос хамааралтай байдгаар онцлогтой байна. Решение суда по уголовным делам в экспертной оценке является распространенным среди решения экспертов по гражданским и административным делам. Это может быть связано с тестированием обязательного регулирования некоторых вопросов об уголовном процессе. Расходование экспертизы судопроизводства гражданского или административного разрешения, которое в меньшей степени зависит от смелости случаев участника, должны иметь необходимые характеристики. За хоёр шинжээч аюулгүй байдлын талаар шүүхийн шилжээний хуулийн шүүхийн шилжээний байгууллагын ажилтны үйл ажиллагаанд шахалт үзүүлэх, хөндлөнгөөс нөлөөлөх, саад учруулах зан хэлхийг хориглоно. Шүүхийн шилжээний байгууллагын ажилтнаар хуулиар мэдээлсэн үүрэгт нөлөөлөх хамаарах ажил үүрэг гүйцэтгүүлэхийг хориглоно гэж тус дурдсан. Энэхүү эргэцэн болохоор гэж тусгасан заалт нь шинжээчийн аюулгүй байдлыг хандаад тийм сайн зохицуулж болж чаддгүй байгаа. Шинжээчийн дүгнэлт нэг талдаа эрэг, нөгөө талдаа зүрх байдлаар өөрчлөх дүгнэлт байдаг тул шинжээчийн аюулгүй байдлыг хангах эргэцэн орчныг нь боловсронгуй болгохыг анхаарах хэрэгтэй байгаа. Второй пункт. Экспертная медицинская безопасность. Пробный анализ находит свое отражение в исследованиях независимого исследовательского института, который показывает, что суду запрещено юридически налагать обязательства персоналу, потому что эти правовые гарантии не так хорошо регулируются, чтобы обеспечить безопасность экспертов. Экспертное мнение важно для улучшения нормативно-правовой базы, для обеспечения эксперту безопасности так, чтобы отрицательные результаты служили положительным моментом как на одной стороне, так и на другой стороне. Шүүх шинжилгээг данханд шүүхийн шинжилгээний үндсэн хүрээлэн дээр төвлөрч хийж байгаа нэг шинжээчд ирэх ачаалал
Тус байгууллагын техник, технологийн бүтцийг харгалзан үзэж, шүүх шинжилгээний зах зээлийг чөлөөлж олон гаруй одоо хувийн лабораториудыг сонгон шалгаруулж одоо шүүх шинжилгээний үндэсний хүрээлэнтэй гэрээ байгуулах замаар хамтран ажиллаж, тэдгээр тэрхүүргийг нь тайлбарлаж, хамтран ажиллаж чадвал шинжээч ачааллыг бууруулж илүү дэвшилтэд тоног төхөөрөмж олон техникийн хувийн эмнэлэгт одоо шинжилгээ явуулсаар шинжээчийн дүгнэлт үнэн магадлал өндөр боломжтой гэж үзэж байна. Үүнийгээ дагаад худал дүгнэлт гаргах одоо танил талдаа субъектив байдлаар шинжээчийн дүгнэлтэд нөлөөлөх байдлыг өгөө болохын тулд шинжээч ёс зүйн байдалтай тууж харилцсан түүний эрх зүйн орчныг бүрдүүлвэл хариуцлагын тогтолцоо бий болж ёс зүйтэй хариуцлагатай шинжээчд бий болох юм а. Ингэснээр худал дүгнэлт гаргах хариуцлагаас мултрах асуудал өгөө болно. Шүүгээс шинжээчийн дүгнэлтэд үнэлэлт хийж дүгнэлтийг үндэслэн шийдвэр гаргахад нь итгэл үнэмшил төрөлхөөс байх болно. Мөн хэрэг шийдвэрлэхэд чухал нөлөө үзүүлэх цаг шалгуур шаардсан зарим төрлийн шинжилгээг төлбөр үйлчлэгээний жагсаалтад оруулснаар тухайн шинжилгээний үн цэнийг нэмэгдүүлэх үнэн зөв дүгнэлт гаргахад илүү өвгөн нөлөө үзүүлэх болно. Независимый институт пробного анализа, что для того, чтобы сосредоточить свое внимание на анализе знакомительных экспертов, которые будут работать в Национальном институте судебных исследований, могут брать десятки частных лабораторий, принимая во внимание наличие технологий судебного сбора, тестирования своих обязанностей. Более продвинутые могут работать совместно, чтобы уменьшить нагрузку на оборудование. Вероятно, справедливо экспертиза проводится в частных больницах, принимая во внимание важность быстрого разрешения дела. В соответствии с сложными выводами и знакомыми субъективных эксперт по вопросам этики, как это сделать для пользы и в связи с моралью и нравственностью. Пробный анализ одного тестирования должно сосредотачиваться именно на Национальном институте исследований. Также вы также можете внести свой значительный вклад на время разрешения дела и увеличения пропускной способности путем добавления своего рода анализа платежных услуг при курсе стоимости услуг теста и необходимых для получения полных выводов. Вывод. Нэгт судалгааны ажлын үр дүнд Монгол Улсын шүүх шинжилгээний байгууллагын шинжээчийг томилгооны асуудлыг хэрэг бүртгэгч мөрдөн байцаагч шүүгч прокурорын эрх үгийн субъект хариуцах бөгөөд тухайн хэрэг маргаанд ямар салбарын хэдэн шинжээчийг томилох мөн тэдгээр ташаалуудтай байх ямар асуудлыг тавих тал дээр шүүх шинжилгээний байгууллагатай харилцан уялдаатай ажиллаж шүүх шинжилгээний талаарх мэдлэгийг сайжруулж хамтарч ажиллах зүйтэй гэж дүгнэж байна. Ингэснээр бүрэг мөн цаг хугацааг өмнөж хэргийг шийдвэрлэхэд амар хэлбэр болж хэрэг маргаанд оролцогчдын эрх ашигыг хамгаалах илүү төхөн байх болно. Хоёрт эрүүгийн байцаан шийдэх хууль болон иргэний хэрэг шүүхэл шийдвэрлэх тухай хууль, шүүхийн шинжилгээний тухай хууль, захиргааны хэрэг шүүхэл шийдвэрлэх тухай хуулиудад шүүх шинжээчийн эрх зүйн байдал буюу шинжээчийн аюулгүй байдлын талаарх зохицуулалт байхгүй байх бөгөөд хэргийн оролцогчид шинжилгээний объектын бүрэн бүтэн байдал эрхийн талаарх зохицуулалт бага байгаа юм а. Шинжээч ялангуяа эрүүгийн хэргийн олон тохиолдолд заавал шинжилгээгээр томилогдохоор зохицуулсан байгаа нь шинжээч хэргийн объектын шинжилгээний үнэлэлт дүгнэлт гаргаснаар шинжээчид ямар нэгэн байдлаар аюул санал учрахыг үүсэхгүй юм а. Тиймээс шинжээч аюулгүй байдлыг хангах, шинжилгээ хийхэд нь ямар нэгэн дарамт шахалт субъектив байдлаар нөлөөлөхгүй байх талаар хамгаалахын тулд тэдгээрээс хамгаалахын тулд тэдгээр эрх зүйн орчныг бүрдүүлж өгөх зүйтэй юм ээ. Энэхүү илтгэлийг одоо дүгнэж байна. Выводы. Первое. В результате опроса и мониторинга по назначению экспертов показали, что ответственность за преследование субъекта спора в случае, который назначается судебным органом, для продуктивной последовательной работы они должны работать именно совместно, чтобы это смогло защитить, сэкономить деньги и время участников спора. И второе, нет никакого регулирования в Уголовно-процессуальном кодексе, Гражданском процессуальном кодексе, что суд обладает экспертно-правовым статусом или исследовательской безопасностью для регулирования участников целостности цитируемого объекта и прав.
Во многих случаях, особенно в регулировании обязательной экспертной проверки уголовного дела объекта, положен анализ оценки экспертам, которые каким-либо образом отрицают угрозу Союза. Поэтому для обеспечения безопасности исследования эксперт считает, что никакое давление не должно обеспечить правовую основу для защиты субъективного воздействия. Спасибо за внимание. За доклад. Вообще, я хотел бы сразу внести ясность. У нас прибыли с Ассоциации юристов Монголии 33 человека, да? 33. И в основном это молодые люди, молодые девушки, молодые ребята. Изначально они были не совсем верно информированы. Они считали, что у нас будет тут синхронный перевод сразу. Вот. Поэтому большинство из них, все-таки половина может быть английскоязычные, да? Вот сегодня современная Монголия такова, молодежь. Вот. И поэтому у нас на пленарном что-то перевод не получился, вернее синхронный. Но и сейчас, благодаря вот Арине, мы послушали содержание доклада. Я думаю, что вопросы, мы хотели задать вопросы, а все-таки здесь нужен специфический язык и знание юридического языка. Долгун подойдет, тогда мы можем задать вопросы. Хорошо? Я думаю, что в зале есть вопросы докладчиков. Просто мы не сможем ему качественно дать перевод. Или Арина сможешь перевести? Нет? Нет, ну тогда подождем, да? Так, ну еще раз поблагодарим. Арине тоже большое спасибо. Так, ну а мы продолжим дальше. Следующие докладчики у нас Цибенов Дажур Раилович, Россия, город Улан-Удэ, наш университет, да? Давайте. Так, название доклада. Добрый день, уважаемые участники конференции, уважаемые президиум, уважаемые слушатели. Начнем с того, что, наверное, все присутствующие имеют определенные права и обязанности. И в случае нарушения этих прав каждый из нас рассчитывает на то, что государство восстановит нарушенные права или как минимум компенсирует их. И эти ожидания обоснованы. То есть статья Статья 52 Конституции Российской Федерации закрепляет то, что каждому потерпевшему должно быть обеспечено возмещение вреда, причиненного преступлением. Согласно части 1 статьи 42 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации, потерпевшим является физическое лицо, которому причинен физический, имущественный, моральный вред, а также юридическое лицо в случае причинения вреда его имуществу или деловой репутации. Но, к сожалению, в России существует проблема с реализацией возмещения вреда, связанная с зависимостью возмещения ущерба от поимки преступника или возврата предмета преступления. В настоящее время в России законодательно закреплены 3 общих пути возмещения вреда потерпевшим. При помощи подачи гражданского иска в рамках уголовного судопроизводства, при помощи уголовно-процессуальной институции, то есть возвращения отчужденного имущества его владельцу, или добровольным возмещением вреда самим преступникам. Кроме того, возможно возмещение ущерба, нанесенного в результате террористического акта или причиненного при пресечении террористического акта правомерными действиями за счет бюджетных средств в установленных пределах. Добровольное возмещение вреда виновным лицом происходит довольно редко. Так что фактически основными способами возмещения вреда становятся гражданский иск в рамках уголовного судопроизводства и уголовно-процессуальная институция. Начнем с гражданского иска. Это требование гражданина или юридического лица, заявленное в ходе производства по уголовному делу о возмещении морального и имущественного вреда,
причиненного преступления к обвиненному или лицам, материально ответственным за действия обвиняемого. В соответствии с частью 2 статьи 44 Уголовно-процессуального кодекса гражданский иск может быть предъявлен после возбуждения уголовного дела и до окончания судебного следствия при разбирательстве данного уголовного дела в суде первой инстанции. Таким образом, если нет уголовного дела, то нет и возможности признания потерпевшего гражданским истцом в уголовном судопроизводстве. То есть в случаях, когда виновное лицо не установлено, либо оно умерло или является невменяемым, отсутствует возможность подачи гражданского иска. Вместе с тем вред, причиненный преступлением потерпевшему, никуда не исчезает. И, то есть, соответственно, нарушаются конституционные права гражданина. Теперь перейдем к уголовно-процессуальной институции. В России под уголовно-процессуальной институцией понимается изъятие имущества, похищенного лицом при совершении преступления и возвращение этого имущества владельцу. Институция предполагает возврат потерпевшему именно того имущества, которое являлось предметом преступления. Исходя из этого, возникает сходная проблема, что и с возмещением вреда при помощи гражданского иска. В случаях, когда предмет преступления не будет найден, применение уголовно-процессуальной институции будет невозможно. Теперь обратимся к законодательству США. В уголовном судопроизводстве Соединенных Штатов Америки потерпевший не обладает специальным процессуальным статусом. Фактически потерпевший является лишь свидетелем обвинения. И в рамках уголовного процесса зачастую для защиты своих интересов ему требуется помощь обвинителя. В то же время система возмещения вреда, причиненного преступлением, проработана более детально, чем в России. В США, так же как и в России, основными способами возмещения вреда являются гражданский иск и уголовно-процессуальная реституция. Правом подачи гражданского иска в рамках уголовного дела с требованием по компенсации причиненного ущерба может быть любое лицо, которому был нанесен вред преступлением, указанным в законодательстве. То есть это достаточно объемный, но тем не менее закрытый список. То есть туда входят такие преступления, как терроризм, геноцид, отмывание денег, неуплата налогов. Гражданский иск может быть предъявлен после возбуждения уголовного дела и до окончания судебного следствия при разбирательстве данного уголовного дела в суде первой инстанции. То есть аналогично, как и в России. Реституция по праву США имеет другое значение, нежели чем в России. В США это требование суда, на основании которого обвиняемый или осужденный выплачивает денежные средства или совершает определенные действия в пользу жертвы преступления. Для реализации этого института, согласно параграфам 1501, 1512, 1314 и 3663 раздела 18 Свода закона США, суд в уголовном судопроизводстве вправе издавать судебный приказ об реституции. Однако законодательство США пошло дальше. Был издан закон о жертвах преступления 1984 года. Регламент. Давайте резюме, да? То есть одним из эффективных решений проблемы зависимости от возмещения вреда преступления является создание отдельного звена уголовно-исполнительной системы специального фонда поддержки специального фонда поддержки жертв преступлений, который будет финансироваться из государственного бюджета и, возможно, два варианта его внедрения в систему органов исполнительной власти. Все, да? Так, спасибо, хорошо. Коллеги, благодарим за выступление. И какие есть вопросы докладчику? Если нет вопросов, у меня по последнему слайду как раз вы говорите, все-таки считаете на уровне поддержка в оказании помощи потерпевшим от преступления в Соединенных Штатах Америки, да? Да, я считаю, как основные пробелы исключены, но тем не менее, единственный вопрос вызывает вопрос, что гражданский иск можно подать не по всем преступлениям, а так, в общем. То есть есть к чему стремиться нашему российскому законодательству, именно возмещение ущерба. Спасибо. Так. Следующий наш выступающий Новиков Максим Викторович, УНУД, второй курс, приготовиться Радилова Алине. Доклад Максима Викторовича «Сравнительный правовой анализ статуса прокуратуры в Российской Федерации и странах АТР».
Добрый день, уважаемые участники конференции. Добрый день, уважаемый президиум. Вашему вниманию будет представлен доклад, посвященный сравнительному правовому анализу статуса прокуратуры в России и некоторых странах АТР. Ввиду особенностей правовых систем и законодательства стран, назначение в прокуратуре и ее правовой статус различен. Рассмотрим правовой статус прокуратуры в общем смысле этого слова в некоторых странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Мы будем сравнивать такие государства, как Российская Федерация, КНР, Монголия, Соединенные Штаты Америки, Япония, Республика Корея, Корейская Народно-Демократическая. По моему мнению, прокуратуру сложно отнести к какой-либо ветви власти. Ее роль заключается в том, что она представляет собой необходимый механизм в рамках формирующейся системы разделения властей и является важным элементом системы сдержек и противовесов. Независимость прокуратуры – это необходимое условие для успешного ее функционирования в сфере надзора за исполнением законов. В перечисленных странах основной важной функцией прокуратуры и аналогичных органов является надзор за законностью решений и действий органов власти, общественных объединений, должностных лиц. Я еще не раз повторю о том, что все-таки важной функцией является надзор. Для того, чтобы понимать, что же такое правовой статус государственного органа власти, так как прокуратура такой и является, дадим некое определение. Статус органа государственной власти есть законодательно закрепленная совокупность прав и обязанностей, характеризующего правовое положение системы разделения властей. Элементом статуса органа государственной власти является его компетенция, определяемая Конституцией или другим нормативно-правовым актом государства, предметы ведения и соответствующий им объем полномочий и пределы деятельности органов государственной власти. Исходя из этой приведенного определения, компетенция, то есть мы будем сравнивать, каким регламентируется деятельность в странах, полномочия направления деятельности, а также место в системе государственных органов. Говорим немного о системе. Прокуратура Российской Федерации, согласно статье 1 Федерального закона о прокуратуре Российской Федерации, единая федеральная централизованная система органов, осуществляющих от имени Российской Федерации надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации. Из моего анализа такого же мнения, то есть принципа, придерживается и прокуратура перечисленных стран, кроме одной. В США как таковой прокуратуры не имеется. Ее функцию выполняет атторнейская служба. Структура атторнейской службы не похожа на российскую. Она не централизованная, не имеет четкой иерархии. Атторнейская служба в США делится на федеральную и штатов. Федеральная атторней назначается президентом, согласие Сената. В большинстве штатов и на местном уровне атторнеи выбираются населением и, как правило, занимают свои должности благодаря поддержке той или иной политической партии. Федеральная служба функционирует на основе законов, принимаемых Конгрессом. Штат на основе собственного законодательства вправе самостоятельно определять организацию и объем полномочий атторнейской службы. На местах также имеется атторнейская служба, функции которой в целом идентичны атторнейским службам штата и федерального уровня. Работа атторнеев во многом зависит от законодательства штата. Где-то атторнеев назначают, а где-то эта должность избирается населением, как уже было сказано. И сама работа атторнеев различается также в зависимости от законодательства штата. Как уже было сказано, несомненно, общим для всех является полномочия по надзору, но остальные функции прокуратуры имеют различия. К примеру, российская прокуратура занимается рассмотрением и проверкой заявлений,
жалоб и иных сообщений о нарушении прав и свобод человека и гражданина, вносит представление об устранении нарушений закона, освобождает своим постановлением лиц, незаконно подвергнутых административному задержанию и так далее. То есть будем сравнивать, к примеру, с Китаем. Вот, в качестве примера сравним Российскую Федерацию, КНР и так далее. Вот. В то же время КНР занимается надзором за ведением дел о тяжких преступлениях, ведет следствие по делам, отнесенным непосредственно к компетенции прокуратуры, принимает решение о необходимости производства арестов, возбуждения, отказа в возбуждении дел, предъявляет и поддерживает публичное обвинение. Вот, к примеру, в Японии прокурорские функции выполняет Министерство юстиции. 30 секунд хватит? Резюме. То есть можно сделать какой-то сравнительный анализ, конечно, больше был, мог бы рассказать, но время поджимает. Могу сказать лишь одно. То, что во всех перечисленных мною стран прокуратура все-таки, несмотря на то, что законодательство стран в корне различно, как и устройство государственных органов власти, так и их назначение, прокуратура имеется в каждой стране. Где-то прокуратура ведет следствие и следит за исполнением наказаний, где-то она просто следит за судебным заседанием, занимается государственным изменением. Но она имеет одно, но сходное назначение. Это надзор за соблюдением и исполнением законодательства. Спасибо за внимание. Пожалуйста, представьтесь. Да, я поеду. Вы говорите, да, что провели сравнительный анализ в странах КТР. И такой вопрос, так скажем, где больше полномочий прокурора? И, В каких странах, да? Самой прокуратуры, то есть. Спасибо за вопрос. Из моего анализа я сделал для себя вывод, что самыми большими полномочиями обладает вот как раз-таки вот эта атомнийская служба в США, так как законодательство, то есть штатов, оно отличается везде, и везде дается какой-то, как сказать, везде полномочия атомниев разные, то есть где-то они просто будут юрисконсультами, где-то они полностью следят за судебным заседанием. Соответственно. Считайте, шире там. Шире там, да. Так, еще вопросы, коллеги? Максим, вы изучили только правоохранительные органы, наверное, да? Вы же на втором курсе? Как раз таки. Прокурорский надзор же не проходили? Проходили. Уже прошли? Хорошо. Ясно. Значит, нет вопросов? Спасибо. Так, приглашается к выступлению Маркелова Марина Николаевна, приготовится Очертаров Турбо Ачирович. Не Очертаров, Будаев Владимир Юрьевич приготовится. Значит, Алина выступит с докладом Институт поддержания государственного обвинения в России и Китае. Сравнительно правовой анализ. Здравствуйте, уважаемые президиум, участники, студенты. Как уже сказал Юрий Владимирович, у меня тема Институт поддержания государственного обвинения в России и Китае. Сравнительно правовой анализ. Поддержание государственного обвинения в Российской Федерации и Китайской Народной Республике является одним из приоритетных направлений в деятельности органов прокуратуры. Правовое положение прокуроров Китая и особенности осуществления им уголовного преследования в суде вызывает научный и практический интерес для сравнительного правоведения. Правовой статус прокуратуры Российской Федерации закрепляется в статье 129 Конституции, которая относится к разделу 7, именуемой судебная власть и прокуратура.
Аналогично конституционные принципы, определяющие положение прокуратуры Китая, закреплены в разделе 7, определяющие положение закреплены в разделе 7 Конституции КНР, именуемые народные суды и народная прокуратура. В статье 130 Конституции КНР указывается срок полномочий генерального прокурора, организационная структура прокуратуры, а также дается отсылка на соответствующий закон. Необходимо отметить, что в китайской юридической науке отсутствует принятое в Российской Федерации деление на федеральные конституционные законы и федеральные законы. В сборниках законодательства КНР все действующие законы сгруппированы по отраслевому признаку. Правовой основой деятельности прокуратуры Китая является закон КНР о государственных прокурорах, где регламентируются права и обязанности, функции, запреты и различные организационные вопросы, относимые к деятельности прокурорских работников, а также даются основные понятия, такие как государственные прокуроры. В статье 2 закона КНР говорится о том, что государственные прокуроры понимают кадры прокуратуры, выполняющие в соответствии с законом прокурорские обязанности государства. Правовой основой деятельности прокуратуры Российской Федерации является федеральный закон о прокуратуре РФ от 17 января 1992 года номер 2202-1 ФЗ. В статье 1 дается определение понятия прокуратура. Там говорится, что прокуратура является единой федеральной централизованной системой органов, осуществляющих от имени Российской Федерации надзор за соблюдением Конституции и исполнением законов, действующих на территории РФ. Одним из основных ведомственных актов по данному направлению является приказ Генеральной прокуратуры РФ от 25 декабря 2012 года номер 465. Называется он так: об участии прокурора в судебных стадиях уголовного судопроизводства, в котором закреплено, что участие в рассмотрении дел судами является одним из важнейших функций прокуратуры. Роль прокурора как государственного обвинителя закреплена в пункте 2 статьи 35 Федерального закона о прокуратуре и аналогично в Китае в пункте 2 статьи 6 закона КНР о государственных прокурорах. Стадией судебного разбирательства является центральной и главной частью уголовного судопроизводства как в Российской Федерации, так и в Китае. Именно в ходе судебного разбирательства решается вопрос о виновности или невиновности лица. Именно в этой стадии принцип состязательности находит наиболее полное выражение, поскольку сторона обвинения и сторона защиты в соответствии с УПК РФ и УПК КНР равноправны перед судом, разрешающим дело по существу. Согласно статье 153 Уголовно-процессуального кодекса КНР, при рассмотрении Народным судом дел, возбужденных государственным обвинением, Народная прокуратура должна направить в суд своего представителя для поддержания обвинения. Однако не по всем категориям дел участие государственного обвинителя обязательно. Так, государственный обвинитель может не принимать участие в рассмотрении дела, если оно рассматривается по упрощенной процедуре, то есть по делам, возбужденным государственным обвинением, по которым лицо в соответствии с законом может быть приговорено к лишению свободы на срок до 3 лет, аресту, надзору, штрафу, при ясности фактических обстоятельств, полноте доказательств и когда Народная прокуратура предлагает либо согласно применить упрощенную процедуру рассмотрения по делам, которые рассматриваются только по заявлению, а также по незначительным уголовным делам, по которым у потерпевшего имеются доказательства, свидетельствующие о совершении преступления. В первом судебном заседании выступает государственный обвинитель, оглашая обвинительное заключение, после чего в дело могут вступить обвиняемые и потерпевшие, которые могут изложить собственное мнение в отношении преступления, совершение которого меняется по обвинительному заключению. Далее государственный обвинитель может приступить к допросу обвиняемого. Обвиняемого также могут допрашивать иные участники уголовного судопроизводства. Судья также может допрашивать обвиняемого. После допроса обвиняемого суд приступает к допросу свидетелей, экспертов, которым также могут задавать вопросы государственный обвинитель, стороны, защитник, опять же с разрешения председательствующего. После допроса свидетелей государственный обвинитель и защитник должны предъявить суду вещественные доказательства для их опознания сторонами в деле.
не поступившие протоколы показаний свидетелей, экспертные заключения экспертов, протоколы осмотра и другие документы, выступающие в качестве доказательств, которые должны были быть оглашены в суде. С разрешения председательствующего государственного обвинителя стороны в деле защитник, представитель. Заключение. В заключение хотелось отметить, что эффективность противодействия преступности определяется эффективностью раскрытия расследования преступления, а также эффективностью уголовного преследования в суде. Немаловажно в этом роль прокурора, поддерживающих государственное обвинение как в России, так и в Китайской Народной Республике. У меня все. Спасибо за внимание. Спасибо. Коллеги, вопросы? Какие вопросы есть? Алина у нас магистрант первого года обучения. Тема не совпадает ваша с будущей диссертацией? Совпадает. Совпадает, да? Ну, очень хороший задел. Я думаю, что на один параграф в нашем направлении потянет. Так. Ну, если нет вопросов, то благодарим еще раз. Спасибо. Алина, вот вы провели такой серьезный сравнительный правовой анализ, да? Скажите, пожалуйста, что бы из международного опыта следовало, по вашему мнению, перенести к нам? И насколько это было бы эффективно? Спасибо за вопрос. Я сравнивала систему прокуратуры Российской Федерации и Китая. Я могу сказать, что они очень сильно различаются. В Китае основное отличие является то, что прокуратура может возбуждать дела, то есть прокурорские работники, уполномоченные, у нас таких полномочий нет. Я даже не знаю. Спасибо. Так, приглашается к выступлению Будаев Валерий Юрьевич, Россия, город Улан-Удэ, второй курс юридический факультет, приготовиться Эповой Алене Владимировне. Добрый день. Рад всех приветствовать. Многоуважаемых людей, участники конференции и, конечно, зрители. Меня зовут Будаев Валерий, и тема моего доклада – сравнительно-правовой анализ применения полиграфа в уголовном судопроизводстве Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки. Каждый сидящий в данной аудитории рано или поздно столкнется с такой процедурой, как тестирование на полиграфе. А кто-то уже сталкивался, да, но тут есть один момент, то есть с какой стороны, в качестве кого он будет, при подборе кадров, либо же обвиняемого. И на втором варианте мы сейчас остановимся более подробно. Итак, необходимость выявления лжи, она возникла еще с момента, когда человек начал объединяться в сообщество. Эту задачу, как правило, решали самые мудрые члены сообщества, вожди, старейшины и судьи. Из истории нам известно, что у разных народов были выработаны разнообразные специальные техники и различные ритуалы для выявления лжи. Так, и идем все-таки обратим внимание на презентацию. Что такое же полиграф? Полиграф – это техническое средство, предназначенное для регистрации в процессе опроса человека физиологических параметров. Сейчас вы видите сам полиграф. Вот он. Открою. Здесь идут датчики различные. Идем дальше. История полиграфа. Чезаре Ламбозо считается создателем первого полиграфа
он использовал первый прибор для детекции лжи. Так, сейчас мы с вами видим сравнительную таблицу Российской Федерации и США. Российская Федерация у нас находится слева, а США справа. В данной таблице получается, когда впервые начали использовать полиграф, то есть стоит отметить, что полиграф начали использовать в первой половине 20 века, то есть одинаково, примерно, США и Россия. Так, известные ученые это Александр Романович Лурья и психолог Уильям Марстон. Так, идем дальше. В дальнейшем проверки на полиграфе были внедрены в практику деятельности спецслужб Российской Федерации. Это МВД, ФСБ, СИН, ВВС, суды и также частные компании. США, здесь Агентство национальной безопасности, Управление уголовных расследований, Управление разведки и безопасности и другие. Нормативная база со стороны Российской Федерации – это федеральный закон о применении полиграфа от 2005 года, 12 декабря, от 7 декабря, прошу прощения. Со стороны США закон Employer Polygraph Protection Act of 1989. Стоит сказать, что здесь отражены не все нормативные акты, которые используются на территории Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки. Так, перечислим вкратце со стороны Российской Федерации. Это такой федеральный закон, как об оперативно-розыскной деятельности. Там мы все знаем, что исчерпывающий перечень оперативно-розыскных мероприятий является опрос граждан, то есть применением технических средств. Так. А со стороны США закон Employer Polygraph Protection Act, он вкратце, да, расскажем о нем. Закон не применяется к отношению к работникам, экспертам, консультантам, силовых, военных. Ну, здесь стоит сказать, что этот закон, он регулирует более кадровый подбор, чем расследование преступления. Так, применение полиграфа в расследовании преступлений. В Российской Федерации в качестве доказательства в суде используется заключение эксперта и его показания, а также специалиста. И иные средства, не наносящие ущерб жизни и здоровью человека. В США, здесь очень интересно, есть различия законов на уровне штатов. То есть в одних штатах полиграф является доказательством в суде, а в других, наоборот, отрицают. Могут быть доказательства. Вот. Так, даю. 30 секунд хватит? Совсем. Штат Техас, стараюсь. И в Калифорнии, и в Пенсильвании. Так, и перейдем к проблемам вкратце. На первое место следует поставить слабую подготовку, некомпетентность полиграфологов. На второе место находятся ошибки, причины которых связаны с индивидуальной особенностью протекания регистрируемых посредством полиграфа психофизиологических процессов. Так, дальше. Третья группа ошибок может быть обусловлена умышленными действиями тестируемого лица с целью исказить результаты информации. Так, и четвертая, самая главная проблема, эта проблема представляет собой очень важную.
Потому что здесь вопрос главный. Насколько вот физиологические закономерности, явления, процессы предоставляют нам, насколько точно, да, вот. И нам важно понимать, что законы живой природы, в том числе все известные физиологические закономерности, являются вероятностями. И поэтому любые утверждения, выводы и гипотезы относятся к поведению живых систем. Не допускает выражения «должно быть», а должны формулироваться в вероятном ракурсе. Может быть с пониманием того, что не может быть. Подводя итог, следует сказать, что ошибки полиграфа неизбежны. Также мировая практика, вот, особенно федеральных ведомств США, уже давно разработала многочисленные способы борьбы с причинами ошибок. Это недопущение использования полиграфа в качестве единственного источника информации для принятия решений. И позиция в России, она неоднозначна по поводу полиграфа. Ряд сторонников, они одобряют это тестирование на полиграфе, а некоторые, наоборот, отрицают. А вот мое мнение, оно солидарно с мировой точки зрения, что полиграф стоит использовать лишь в целью получения ориентирующей информации. Да, и к такому выводу мы приходим из-за того, что современная наука еще недостаточно изучила все вот эти реакции психофизиологические, которые проходят. Спасибо. Можем поблагодарить участника. Спасибо. Вопросом, я полагаю, что вопросы, связанные с полиграфом, наверное, имеются, да, вопросы? Пожалуйста, коллеги. Вопросы. Вот есть такой вопрос, было очень много сказано, то, что полиграф используется в качестве доказательства, было очень сказано много то, что допускаются ошибки. И вот такой вопрос. Как же, он даже если доказательство, оно с ошибкой, как выявляет эту ошибку, каким образом? Способы выявления этих ошибок. Есть какие-то? Способы выявления ошибок. Ну или вообще как их устраняют? Каким образом? Да? Спасибо за вопрос. Ошибки, как устраняют, как сказал в США, уже разработаны методики, которые не допускают таких ошибок, и с допущением ошибок уже в последующем они предпринимают меры, чтобы их не допускать. Также полиграф в недопущении ошибок эксперта, да, надо действовать комплексно. То есть нельзя говорить, что полиграф является доказательством в суде. Тут надо более комплексное решение. То есть нельзя использовать полиграф изолированно. Так, еще вопросы есть, коллеги? Пожалуйста, Функо. На твой взгляд, как ты считаешь, является ли эффективной применение данной меры, то есть применение при раскрытии преступления технического средства полиграфа? Еще раз. Является мера применения технического средства полиграфа эффективной? На сегодня, да, на сегодня практика применения его, да, в российской действительности. Эффективно ли на сегодня? Ну, конечно, эффективно. У вас данные есть, стат данные или еще что-то? Данные, например, в Брянской области, по-моему, было использовано судебное расследование и с заключением эксперта, и то есть применением психофизиологических исследований. Так же, как у нас в Бурятии используется, и не только, и по России это используется. То есть по стране вы считаете, что везде применяется или как? Вопрос был посвящен, все-таки эффективно ли применяется на сегодня? Или требует, наверное, внедрения? Конечно. Вот, не во всех же регионах, наверное. Да, не во всех, но если это требует
следователь, да, или основатель. Например, Чаще лучше применять это, да? Или как? ну, вообще у нас Если вы говорите, что ВК, эффективно. ВК в 74 статье говорит, доказательства допускаются в заключении эксперта и его показания, также специалиста. Ну, специалисты и эксперты руководствуются техническими средствами, такими как полиграф и... Много ответил на нас? Удовлетворены? Не совсем? Ладно, спасибо. Так, еще вопросы? Так, всё, спасибо. Добрый день, уважаемый президиум, участники и слушатели конференции. Тема моего сегодняшнего доклада – сравнительный анализ Института законного представительства в уголовном судопроизводстве России и некоторых странах СНГ. Но несовершеннолетние – это особая категория граждан, которая пользуется особой защитой со стороны государства. Такая защита имеет место и в уголовно-процессуальном праве. Об этом и будет мой сегодняшний доклад. Институт законного представительства – это очень важный институт в уголовно-процессуального права. Законный представитель допускается к участию в уголовном судопроизводстве для отстаивания законных интересов несовершеннолетнего лица, подвергаемого уголовному преследованию, и оказания ему содействия в осуществлении его прав. Как показывает практика, роль законного представителя несовершеннолетнего в уголовном судопроизводстве нередко снижается, и в итоге из дополнительного гаранта обеспечения процессуальных прав несовершеннолетнего законный представитель превращается в формальную фигуру. Особую озабоченность вызывает ряд моментов, касающихся как совершенствования уголовно-процессуального законодательства, так и практики его применения. И в этой связи особый научный интерес вызывает практика Института законного представительства в уголовном судопроизводстве стран АТР, о чем и пойдет речь в настоящем докладе. В соответствии с пунктом 12 статьи 5 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации представителями несовершеннолетнего могут быть родители, усыновители, опекуны или попечители несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого либо потерпевшего, представители учреждений или организаций, на попечении которых находится несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый либо потерпевший, и органы опеки и попечительства. Здесь мы прослеживаем недостаток уголовного судопроизводства, так как не сказано, кто именно из родителей, усыновителей, опекунов и попечителей имеет приоритет перед остальными. Можно секундочку? Как переключать? Он тут просто сам переключает. По новой? Переключает сам слайды. Автоматически, да? Олег. Также законодательством не предусмотрено право выбора несовершеннолетним своего законного представителя, а это может отрицательно сказаться на качестве защиты несовершеннолетнего. И в этой связи невозможно не согласиться с мнением Виктора Викторовича Шимановского, который сказал о том, что вопрос выбора законного представителя должен решать следователь, учитывая мнение законных представителей и исходя из задач обеспечения защиты интересов несовершеннолетних. Наиболее детально в этом плане уголовно-процессуальное законодательство Монголии. И согласно пункту 3 статьи 77 Уголовно-процессуального кодекса Монголии, в качестве законного представителя допускается тот из родителей, опекунов и попечителей, кандидатура которого поддерживается всеми остальными законными представителями, и который сможет оказать реальную защиту интересов представляемого им лица. И в России также нет законодательного закрепления о количестве законных представителей. Перечень прав законных представителей по УПК Российской Федерации является достаточно обширным. И вместе с тем в законодательстве стран АТР имеются положения, которыми можно было бы дополнить наш действующий Уголовно-процессуальный кодекс. Так, в части 1 статьи 61 УПК... Вы не ту кнопку жмете. Вам сами Я не знаю, как вы...
Так, в части 1 статьи 61 Уголовно-процессуального кодекса Республики Узбекистан говорится о том, что законный представитель вправе иметь свидание наедине с представляемым им лицом. Ну, на мой взгляд, этого дополнения не хватает в нашем действующем Уголовно-процессуальном кодексе, так как такие свидания, они позволяют законному представителю поддержать представляемое лицо, которое находится в тяжелом социально-психологическом состоянии и в постоянном напряжении. Схожее положение имеется и в Уголовно-процессуальном кодексе Азербайджанской Республики, в которой также говорится о том, что законный представитель имеет право на конфиденциальные контакты с представляемым им лицом без ограничения во времени. Определенный интерес также вызывает норма, закрепленная в Уголовно-процессуальном кодексе Азербайджана, в которой указано о том, что в судебном разбирательстве уголовного дела в отношении несовершеннолетнего имеют право участвовать родители или законные представители несовершеннолетнего. Суд в интересах несовершеннолетнего своим мотивированным постановлением может либо отменить участие этих лиц в судебном разбирательстве, либо привлечь их для участия в уголовном судопроизводстве. На мой взгляд, данная норма в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации является уместной, так как при присутствии родителей, опекунов или попечителей несовершеннолетний будет чувствовать себя спокойнее, будет ощущать моральную поддержку со стороны данных лиц. И, как верно отметил Александр Сергеевич Дежнев, в процессе доказывания вины несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого отчетливо видна конкуренция между реализацией законными представителями воспитательных и психолого-педагогических задач, защита от уголовного преследования. Поэтому права и обязанности законного представителя должны быть прописаны в законе аргументированно, четко, полно, в целях недопущения нарушения прав несовершеннолетнего. Довольно остро также стоит проблема юридической неграмотности законных представителей. И данная проблема формально закрепилась в решении ВПК Армении. Так, в части 3 статьи 10 устанавливается, что законный представитель подозреваемого имеет право пользоваться в ходе уголовного судопроизводства юридической помощью приглашенных им представителей. И вопрос об отстранении законного представителя регламентируется частью 4 статьи 426, в которой прописано, что законный представитель отстраняется от участия в уголовном судопроизводстве, если его действия наносят ущерб интересам несовершеннолетнего. Ну а это, в свою очередь, исходит из задач представительства. Ну и в завершение хотелось бы отметить, что в действующем Уголовно-процессуальном кодексе имеется один значительный недостаток. Это отсутствие детальной регламентации правового статуса законного представительства, так как имеются положения, которыми можно было бы дополнить. Ну и отсутствие правового регулирования обязанностей законных представителей. Ну, об этом я хочу продолжить изучение. Спасибо, Алена Владимировна. Спасибо за внимание. Какие будут вопросы? Алене, я хотел бы отметить, что Алена, как и остальные девушки тут, следующие выступающие, они сегодня с докладами выступили не только у нас на секции, а пришли и из секции гражданского права. Да? Поэтому, видите, молодцы, активно участвовали в этой конференции. Так, какие есть вопросы, коллеги? Нет вопросов. Хорошо, спасибо. Выступает Анастасия Андреевна, приготовится Лукьяновой Ларисе Александровне. Анастасия выступит с докладом «Сравнительно-правовой анализ Института мер процессуального принуждения в Российской Федерации и в Китайской Народной Республике». Здравствуйте, уважаемые друзья, участники конференции, а также слушатели. Меня зовут Анастасия, я студентка второго курса. Представляю вашему вниманию доклад на тему «Сравнительно-правовой анализ Института мер процессуального принуждения Российской Федерации и Китайской Народной Республики». Китайская цивилизация, будучи одной из крупнейших и древних на Востоке, на протяжении уже долгих лет не остается без внимания научных исследователей и видных правоведов. Прежде всего, это связано с темпами развития Китая, ведь из отсталого и бедного в сжатые исторические сроки Китай превратился в лидера международной арены. У Китая и России сложились особые отношения, и поэтому изучение политики, которое проводит китайское руководство, как внутреннее, так и внешнее, играет огромную роль для российского законодателя, ну и вообще для законодателей других стран.
Права и свободы человека и гражданина, они составляют неотчуждаемую часть отношений личности и государства. Отношение к правам и свободам, уровень их защищенности – это безусловный показатель зрелости и развитости правового и демократического государства. Конституция Российской Федерации провозглашает, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью. И тем самым, объявив этот принцип правового государства, важнейшего для гражданского общества, Конституция, она одновременно закрепила важные аспекты правового механизма охраны свободы личности, в котором важная роль принадлежит институту меры процессуального принуждения. То есть он призван выполнять довольно сложную задачу при минимальном ограничении прав участников процесса, как можно более максимально защитить граждан и организаций, потерпевших от преступлений. Всем нам известно то, что в российском уголовном процессе меры принуждения разделены на 3 группы. Это задержание подозреваемого, меры пресечения и иные меры процессуального принуждения. В свою очередь, китайский законодатель выделяет лишь одну группу мер принуждения – это меры пресечения. Понятие мер процессуального принуждения по законодательству Китая представляет собой предусмотренные в УПК КНР средства ограничения и лишения личной свободы подозреваемого и обвиняемого на определенный срок, который применяется органам общественной безопасности, органам госбезопасности, Народной прокуратурой, Народным судом для обеспечения проведения уголовного судопроизводства. Процессуальное законодательство Китая в качестве мер пресечения предусматривает арест, то есть заключение под стражу, передачу под поручительство, наблюдение по месту жительства. Меры пресечения в виде передачи под поручительство и наблюдения по месту жительства, они могут применяться судом, прокуратурой и органом общественной безопасности. Органы общественной безопасности сначала, получается, они добиваются санкций на арест, затем они оформляют письменный запрос, который вместе с материалами дела уже направляется прокурору. И прокуратура, она наделена правом не только санкционировать арест, но и отказать в санкции, а также возразить дело органам общественной безопасности для проведения дополнительного расследования. Передача под поручительство, она является неким аналогом личного поручительства, который закреплен в статье 103 УПК. Отличие заключается лишь в том, что подозреваемый или обвиняемый в совершении преступления по китайскому законодательству, помимо того, что он обязан предоставить поручителя, также он обязан нести залог. Однако обязанность подозреваемого, обвиняемого покидать без разрешения места жительства, оно связано с ограничением свободы передвижения. Однако в условиях зависимости органов прокуратуры в Китае от местных органов власти реальные возможности прокурора пользоваться правом отказа от санкций на арест весьма ограничены. И к тому же УПК ставит прокурора, который отказал санкции на арест, в довольно щекотливое положение. И в соответствии со статьей 49 Кодекса Китайской Народной Республики, в тех случаях, когда прокуратура не дала санкции на арест, органы общественной безопасности, они могут настаивать на повторном рассмотрении их предложения. А если же им вторично уже сейчас отказали в санкции, то они вправе обратиться в прокуратуру вышестоящей ступени. И причем последняя, она должна немедленно рассмотреть представление органов общественной безопасности и вынести соответствующее решение. Даже в тех случаях, когда прокуратура, рассматривая материалы о санкции на арест, обнаружит, что предварительное следствие органами общественной безопасности было определено с нарушением закона, то она может лишь проинформировать органы общественной безопасности, чтобы они устранили допущенные нарушения и немедленно их устранили. Определение понятия мер процессуального принуждения в российском процессуальном праве отличается от понятия мер процессуального принуждения в китайском уголовном процессуальном праве, грубом применении и альтернативным ограничениям. В КНР меры процессуального принуждения они могут применяться только подозреваемым, обвиняемым в виде ограничения или лишения свободы. В Российской же Федерации они могут применяться к подозреваемому, обвиняемому, потерпевшему, свидетелю, гражданскому исту, гражданскому ответчику, эксперту, специалисту, переводчику или понятому. Таким образом, система уголовно-процессуального права обязана совершенствоваться, опираясь на успешный опыт законодательства зарубежных стран. Я считаю, несмотря на то, что Китай и Россия, они имеют
уникальные исходные политические режимы и правовые системы, то, несмотря на это, Россия она установила более демократический правовой институт. Основной закон Китайской Народной Республики, Конституция, провозглашает, что граждане Китайской Народной Республики равны перед законом и имеют право на уважение и гарантирование государственных прав человека. Свобода личности гражданина КНР является неприкосновенной. Никто из граждан не может быть подвергнут аресту, иначе как органами общественной безопасности, санкций или по постановлению Народной прокуратуры, или по постановлению Народного суда. Ну, как ранее уже основывалась на статье 2 Конституции Российской Федерации, которая прямо закрепляет, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью, то я могу сделать вывод, что наши основные демократические положения совпадают. Вместе с тем, меры пресечения в уголовном процессе Китайской Народной Республики, они недостаточно регламентированы на законодательном уровне. И по сравнению с российским законодательством, уголовное судопроизводство Китая, несмотря на то, что оно начало свое развитие значительно позже и по нынешний день имеет множество недоработок, некоторые вопросы требуют более повышенного внимания, некоторые вопросы не были вообще рассмотрены, озвучены. Ну, однако, учитывая высокий темп развития общественных отношений в Китайской Народной Республике, я считаю, что процессуальное законодательство в Китае оно развивается с каждым днем. Спасибо, Анастасия. Так, коллеги, вопросы к докладчику по процессуальной теме сугубо есть? Пожалуйста. Что можно позаимствовать с такой страны, как Китай? Именно по вопросу исследования, да? Но я считаю то, что наоборот, от Китайской Народной Республики следует заимствовать законодательную технику с УПК Российской Федерации, поскольку вот даже в частности статья 59 и 60 устанавливают общий порядок процедур и основания по применению мер процессуального принуждения в виде заключения по стражу. И последующие статьи, например, 61 и 62, они также устанавливают порядок, получается, и у них, как бы у нас в УПК РФ, у каждой статьи есть свое название, а в УПК КНР там написано просто статья такая-то, и пошло то, что лишь одна нумерация, и тем самым я считаю, что она препятствует дальнейшему изучению основных положений. Самый основной, наверное, принцип это все-таки более демократичное, да? Законодательство, вы считаете, процессуально? Да, спасибо. Еще есть вопросы? У меня вопрос. Пожалуйста. Анастасия, такой вопрос. Вот вы рассматривали меры процессуального принуждения, да? И даже приводили схемку, да, что в России 3 блока мер процессуального принуждения: задержание, меры пресечения и меры процессуального принуждения. В Китае, да? В Китае мы сказали? Да, в Китае. Всего лишь одна мера процессуального, мера пресечения. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, не стоило ли дополнить УПК КНР в этой части? Потому что иные меры процессуального принуждения, они применяются не только в отношении лиц, подвергающихся уголовному преследованию, но и в отношении потерпевших, свидетелей, иных участников, в том числе непрофессиональных уголовных производств. Спасибо за вопрос. Но я считаю то, что китайскому законодателю стоит внести какие-то изменения в данный раздел, поскольку, ну, как вы уже сказали, помимо того, что он применяется не только к задержанным, но и к другим участникам производства. Потому что для них участие в уголовном судопроизводстве тоже подчас явление нежелательное, да? То есть не всегда потерпевший или свидетель желает оказывать содействие следствию, да, например, или к суде. Да? Соответственно, нужно вводить такое, рекомендовать китайскому законодателю задуматься о введении такого. Спасибо, Настя. Приглашается адвокатом Лукьянова Лариса Александровна, Россия, город УНД, 2 курс. Сравнительный правовой анализ некоторых аспектов организации Института адвокатуры Республики Узбекистан и России. Подготовится Савельева Татьяна Александровна, которая завершает сегодняшний маршрут.
секционные выступления. Добрый день, уважаемые участники конференции, уважаемые президиум, уважаемые слушатели. В моем выступлении речь пойдет о некоторых аспектах организации Института адвокатуры в Республике Узбекистан и в Российской Федерации. Нынешнее судопроизводство – это охрана необоснованного ограничения прав и свобод, включая суждение. По этой причине распространенная роль в судопроизводстве, а еще в обеспечении доступа к правосудию, отводится высококлассным представителям интересов и защитникам, адвокатам. Выбор в качестве объекта исследования России и Узбекистана не случайен, так как система адвокатуры как института гражданского общества в Республике Узбекистан и в России весьма схожи. Причиной этому явилось определенное сближение научных разработок и теоретических обоснований взглядов на развитие адвокатуры научных школ наших государств. Существуют и весьма значительные различия. Главным, на наш взгляд, является то обстоятельство, что федеральный закон об адвокатской деятельности и адвокатуре России содержит в себе определение адвокатской деятельности, в отличие от закона Республики Узбекистан об адвокатуре. Представляется важным отметить тот факт, что закон Республики Узбекистан не содержит определения адвокатской деятельности, ограничиваясь указанием на перечень видов адвокатской деятельности. Согласно пункту 1 статьи 1 Федерального закона об адвокатской деятельности и адвокатуре в России, адвокатской деятельностью является квалифицированная юридическая помощь, оказываемая на профессиональной основе лицами, получившими статус адвоката, физическим и юридическим лицам в целях защиты их прав, свобод и интересов, а также обеспечения доступа к правосудию. В законе Республики Узбекистан об адвокатуре содержится определение адвокатуры. В частности, в статье 1 закона определяется, что адвокатура является правовым институтом, который включает в себя независимые профессиональные и добровольные объединения лиц, занимающихся адвокатской деятельностью, и отдельных лиц, занимающихся частной адвокатской практикой. В свою очередь, Российский федеральный закон содержит дополнительное определение адвокатуры. В статье 3 федерального закона определяется, что адвокатура является профессиональным сообществом адвокатов и как институт гражданского общества не входит в систему органов государственной власти и органов местного самоуправления. Мы можем смело полагать, что такое уточнение является основательным, так как определяет четкие рамки соотношения с органами государственной власти и с органами местного самоуправления. Одним из немаловажных вопросов, относящихся к адвокатской деятельности, является вопрос об адвокатской тайне. Отечественное законодательство и законодательство Республики Узбекистан регламентируют этот вопрос весьма близко, но все же имеются определенные отличия. В соответствии со статьей 8 Федерального закона об адвокатской деятельности и адвокатуре в России, адвокатской тайной являются любые сведения, связанные с оказанием адвокатом юридической помощи своему доверителю. Статья 9 Закона Республики Узбекистан об адвокатуре содержит более раскрытое определение адвокатской тайны и делает акцент на ее предмет. Так указано, что предметом адвокатской тайны является сам факт обращения доверителя к помощи адвоката, вопросы, по которым доверитель обратился за помощью, суть консультаций, советов и разъяснений. Возникает вопрос отнесения к предмету адвокатской тайны самого факта обращения доверителя к помощи адвоката. Так как разумеется, что с момента начала активных действий адвоката по оказанию правовой помощи доверителю сам факт обращения к помощи адвоката перестает быть тайным. Отдельное внимание, по нашему мнению, в рамках рассматриваемой темы представляет сравнение порядка образования и деятельности квалификационных комиссий в Республике Узбекистан и в России.
Согласно статье 33 Федерального закона об адвокатской деятельности и адвокатуре предусмотрено, что квалификационная комиссия создается для приема квалификационных экзаменов у лиц, претендующих на присвоение статуса адвоката. Комиссия формируется на срок на 2 года в количестве 13 членов комиссии и состоит из представителей адвокатской палаты, территориального органа юстиции, законодательного и судебного органа государственной власти. Статья 13 Закона Республики Узбекистан об адвокатуре также предусматривает создание квалификационных комиссий, но имеется принципиальное различие в составе таких комиссий. Они создаются из равного числа адвокатов и работников органа юстиции. В завершение отметим, что, на наш взгляд, правовой статус адвокатуры более четко регламентирован в законодательстве Российской Федерации. К числу его безусловных преимуществ может быть отнесено наличие дополнительного понятия адвокатуры, довольно подробно устанавливающего его статус как самостоятельного института гражданского общества, не входящего в систему органов государственной власти и органов местного самоуправления. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Спасибо. Какие вопросы докладчику Института адвокатуры? Вы тоже только прошли правоохранительные органы, да? Больше спецкурсов по адвокатуре не было? Нет. Пока не было, но вы уже затронули. Это похвально. Есть вопросы, коллеги? Пожалуйста, Евгений. У меня такой вопрос касательно адвокатской тайны. Вот ты вот сказал, что адвокатская тайна в нашем законе, она раскрыта не так детально, как раскрыта в федеральном законе Узбекистана. Вот у меня такой вопрос, а нужно ли нам, так сказать, адаптировать вот это вот законодательство под наш закон? То есть нужно ли нам расширять это понятие? Хотелось бы услышать твое мнение и почему. Ну, я считаю то, что именно касательно Республики Узбекистан, ты имеешь в виду заимствование с Республики Узбекистан? Да. Но я считаю то, что статья 9 Закона Республики Узбекистан, она делает акцент на предмете, и при этом важно заметить то, что предметом является сам факт обращения доверителя к помощи адвоката, но уже с момента действий, в процессе оказания помощи, данный факт перестает быть тайной. Поэтому я считаю то, что более детальной еще регламентации не нужно. Спасибо. Все, еще нет вопросов, да? Спасибо большое. Так, прежде чем дать слово последнему нашему докладчику, проходите, пожалуйста, Савельева Татьяна Александровна, да? Я хотел бы сделать такое объявление. С 3 часов у нас в цокольном этаже, в буфете, кофе-проект для всех присутствующих. 2-3 курс, пожалуйста. 30 минут для участников, да? В любом случае, спускаемся вниз. И в 15:30. Коллеги, награждение переносится на час раньше. То есть не в 16:30, а в 15:30. 3:30 награждение будет. Так что получается, идем на кофе-брейк, наслаждаемся кофе и все такое, и сразу на награждение. По-моему, классно придумано. Так что, пожалуйста, не задерживаемся. Кто задержится, как будем награждать? Юрий Петрович, для участников конференции кофе-брейк. Кофе-брейк, разумеется, для участников. Потому что, я всех... Да, потому что мы не рассчитывали на всех. Извините, пожалуйста. А как же бездомные? А как же беспризорные дети? А это вот в пленарном заседании девушка выступала только с ней. Да, конечно, только участие. Так, Савельева Татьяна Александровна, правовой статус потерпевшего в уголовном процессе США и России. Добрый день, уважаемый президиум, уважаемые участники конференции. Я представляю вашему вниманию доклад
на озвученную уже тему. Хотелось бы спросить, о чем вы думаете, когда слышите о том или ином преступлении? Разумеется, реакция на такие вещи сугубо индивидуальна, однако осмелюсь предположить, что у большинства из вас в голове проносится мысль: со мной такого не случится. Между тем, ежегодно каждый десятый житель России признается потерпевшим. Обратите, пожалуйста, внимание на слайд. В соответствии с официальными данными, в 2016 году было зарегистрировано 2 миллиона 160 тысяч преступлений, в период с января по март около 500 тысяч преступлений. При этом раскрываемость равна практически 53%. И все это при том, что латентная преступность практически в 2 раза превышает зарегистрированную. Более половины граждан, подвергшихся негативному воздействию со стороны преступных элементов, не обращаются за помощью в правоохранительные органы. Происходит это по самым разным причинам. Например, одни боятся мести и расправы, другие считают, что правоохранительные органы не способны в полной мере обеспечить защиту. И, на мой взгляд, это достаточно серьезная проблема. Именно поэтому сейчас возникает необходимость совершенствования уголовно-процессуального законодательства, регламентирующего правовой статус потерпевшего, с целью в полной мере обеспечить назначение уголовного судопроизводства. В своем докладе я произведу сравнение данного участника в США и в России, поскольку я считаю, что опыт, который может быть получен в ходе сравнения, может послужить для улучшения и совершенствования нашего законодательства. Итак, правовой статус потерпевшего в России регламентируется Уголовно-процессуальным кодексом. В статье 42 дается определение данного термина, вы можете видеть его на слайде. Вообще, потерпевший, на мой взгляд, является самым уязвимым звеном среди всех участников. И конкретно в нашем государстве уже в Конституции, в основном законе говорится о том, что права потерпевших от преступления злоупотребления властью охраняются законом. Также им предоставляется доступ к правосудию и компенсация причиненного ущерба. В законодательстве США для обозначения лица, пострадавшего от преступления, используется термин «жертва преступления». Однако в Конституции норма жертвы не содержится, но поскольку США это федеративная республика, данный пробел исполняется на уровне законодательства штата. И именно ввиду этого, поскольку наряду с федеральной правовой системой существует федеральная правовая система штатов, найти единое определение невозможно. Например, в своде законов данное определение звучит следующим образом. Вы можете ознакомиться с ним на слайде. Жертва преступления в США, в отличие от потерпевшего в уголовном процессе России, не является участником уголовного судопроизводства. И стоит сказать, что такая ситуация вызывала бурю негодования. Создавались различные организации, которые настаивали на наделении данного участника процессуальными правами. И благодаря таким организациям, во многом благодаря таким организациям, в 2004 году был принят специальный закон, который в качестве отдельной главы включен в свод законов. Он содержит следующие права. Право быть разумно защищенным от обвиняемого, право на разумное, точное, своевременное уведомление, право участия в открытом судебном производстве, право быть разумно услышанным в любом открытом судебном производстве, разумное право общаться с обвинителем, право на полную и своевременную реституцию, которая определяется в соответствии с законом, право требования рассмотрения дела без неразумной задержки и право на справедливое и уважительное отношение к достоинству и частной жизни. Стоит сказать, что в некоторых штатах предусматриваются другие права, но данные права являются основополагающими. В России потерпевшие обладают большим количеством прав, они предусмотрены Уголовно-процессуальным кодексом, а именно статьями 22, частью 2-4 статьи 42 и статьей 198. Данные права направлены на его активную позицию в досудебном и судебном производстве, и перечень этих прав не является исчерпывающим. Но хочу заметить, что анализ некоторых норм, регламентирующих правовой статус, позволяет сделать некий вывод о том, что определенные права остаются не гарантированными, существующими лишь на уровне декларации. Ну, например, право знать о предъявленном обвинении ему не корреспондирует обязанность должностного лица уведомить потерпевшего об этом обвинении. Что касается мер безопасности, они также предусмотрены в Уголовном процессуальном кодексе. Часть 3 статьи 11 позволяет применять такие меры, например, как сохранение в тайне данных о личности, контроль запись телефонных и иных переговоров. Однако, на мой взгляд, они также не способны в полной мере обеспечить защиту потерпевшего, поскольку, например, использование псевдонима ничем не гарантируется в судебном производстве, так как
в приговоре должны быть указаны подлинные данные. Несовершенство данных норм во многом является причиной того, что потерпевшие не заявляют соответствующих ходатайств и достаточно часто не являются в суды. В заключение мне хотелось бы отметить следующие основные выводы. Как в России, так и в США существуют проблемы в правовой регламентации процессуального статуса потерпевшего жертвы преступления. До недавнего времени в США отсутствовала такая процессуальная фигура, и лишь с недавних пор началось формирование жертвы преступления как полноправного участника уголовного судопроизводства. Вместе с тем, в вопросе обеспечения жертвы преступления потерпевшего определенными мерами защиты и социальными гарантиями США явно опережает и даже превосходит Россию. Однако потерпевшие в России, в отличие от жертвы преступления, имеют право заявлять ходатайство, отводы, представлять доказательства и другие права, которые содержатся в статье 42. Но некоторые права жертвы преступления, которые составляют значительную часть его процессуального статуса, неизвестны потерпевшему в российском уголовном судопроизводстве. И в качестве рекомендаций предлагаемого решения я считаю, что возможно включить в Уголовно-процессуальный кодекс ряд норм, которые будут достаточно полно регламентировать правовой статус потерпевшего. Такие, например, как своевременное уведомление о любом открытом судебном производстве, право на полную своевременную реституцию, сообщение, уведомление о побеге, об освобождении. И это, я считаю, возможно, станет направлением совершенствования уголовно-процессуального законодательства. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Буду рада ответить на ваши вопросы. Спасибо. Так, коллеги, вопросы? Устали? Устали. У меня вопрос. Очень интересный доклад. Татьяна, я хочу вас похвалить. Вы очень правильно начали свое выступление, чем привлекли внимание аудитории, которая уже утомилась на данный момент. Молодец. А теперь вопрос. Существует мнение, что потерпевший претерпевает дважды. У нас, по крайней мере, в стране. Первый раз, когда в отношении него совершается преступление, и он становится его жертвой. А второй раз, когда он вовлекается в уголовное судопроизводство и сталкивается с равнодушием практически со стороны правоохранителей и недостаточным обеспечением с их стороны защиты прав и законных интересов. Как обстоят дела в Соединенных Штатах Америки? Спасибо за вопрос. Я с вашим мнением согласна. Я также достаточно много читала об этом. В США вообще сейчас началась такая тенденция к совершенствованию его процессуального статуса, а вообще изначально он приравнивался к его статусу к положению свидетеля, и вообще он имел право только, точнее даже обязанность являться для дачи показаний, и причем он давал показания в судебном разбирательстве, то есть когда его вызывали, он давал показания, а затем он снова удалялся из зала судебного заседания. То есть там также достаточно плохо, на мой взгляд, обстоит регламентация его правового статуса. И это подтверждается тем, что там создавалось очень множество организаций, которые настаивали на том, чтобы жертвы преступления появилось больше прав как участников уголовного судопроизводства. Спасибо, небольшая реплика, Татьяна. На самом деле у нас процессуальных прав у потерпевшего достаточно, очень много. У любого сотрудника правоохранительных органов, работника прокуратуры, суда можете спросить. Вам все скажут, что много. Дело в другом. Дело в том, что они не могут эффективно их реализовывать. Вот в этом проблема. Я согласна с вами, поскольку я также хотела сказать о том, что существуют такие мнения о том, что сложно определить, то, что потерпевший претерпевает дважды такое тяжелое положение, или как, то, что когда в отношении него совершается преступление, и когда его объявляют потерпевшим, поскольку в этот период от совершения преступления до объявления его, наделения его соответствующими правами, его судьба, можно сказать, как-то неизвестна, не урегулирована. По поводу процессуальных прав, да, я согласна, у него много процессуальных прав, но
по мерам защиты, по мерам обеспечения социальными гарантиями, я считаю, что наш потерпевший уступает во многом положению жертв преступления США. Спасибо, Татьяна. Больше нет вопросов, да? Еще раз поблагодарим. У нас заочных выступающих очень много. Очно выступили практически все, за исключением пару-тройку фамилий. Я бы хотел отметить следующее. Во-первых, поблагодарить группу 12153, да, по-моему. Практически подавляющее большинство это слушатели этой группы. Второй курс, между прочим, я спрашивал, что они прошли. Оказывается, только правоохранительные органы изучают процесс. И это отрадно. Желательно бы мы могли бы слушать Мунко. Вы же третий курс, да? Четвертый? Третий, четвертый, где у нас? Дело в том, что при поступлении к нам в магистратуру, при вступительных экзаменах